В Якутии идет планомерное закрытие ледовых переправ. 17 апреля был запрещен въезд на 7 переправ муниципального значения, включая пролегающие через реку Лена в Хангаласском Улусе. Это Покровск, Первый Жемкон и Верхний Бестях, Качекадзе. О том, как водители соблюдают запрет на въезд, расскажет Виолетта Засимова. Как и ожидалось, нерадивых водителей, наплевавших на официальный запрет, хватает. И за время съемки сюжета продолжительностью полчаса трое водителей легковушки, УАЗика и грузовика не побоялись проехать на глазах у сотрудников ГИМС по закрытой переправе. Подобные выезды на лед могут обернуться как минимум административным штрафом для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. И как максимум уходом под лед автотранспорта и личного имущества, и что еще хуже, летальным исходом. Совместно с улусной администрацией и с администрацией ночлегов ведутся мероприятия по перекрытию этих дорог, что именно исключить выезд. Также работаем с МВД, с ГАИ, у них тоже, там по своей линии тоже штраф. Мы ведем предупредительную работу. Но тем не менее у нас вокруг делают объезды, там портят знаки, вот посмотрите, вот, да. И, то, что какие-то люди несознательные, думают, что еще можно ездить там. В Хангаласском Улусе с момента закрытия ледовых переправ случаев провала автотранспорта под лед зафиксировано не было, но изо дня в день столбик термометра поднимается вверх. Не за горами ледоход, а горе-водители продолжают переправляться на свой страх и риск. Виолетта Засимова, Александр Ярков, НВК «Саха», Хангаласский Улус.